Добрый день, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Сегодня у нас очередной обзорчик. На этот раз Kubota L1 235 поступает на продажу. Симпатичный трактор с хорошей мощностью. Противовесик вот в комплекте сразу же родной куботовский. По шинам, я думаю, отлично видно, что остатки очень хорошие. Но есть, к сожалению, растрескивание по протектору на передней шины. Ничего страшного в этом нет, но знать вы обязаны. Шина задняя, также с хорошим остатком, без нареканий и замечаний. По навесному видим трехточку, видим фаркоп, видим быстросъем на фрезе и видим также гидрорегулировку горизонтального наклона. Соответственно, все, что можно на навесном оборудовании, все есть. Фреза 1,5 метра, естественно, куботовская, плюс нарощенная. То есть в итоге, наверное, здесь в районе 1,70 м, 1,80 м. По ножам, смотрите, также ножи нарощены в ширину. Остатки очень хорошие, порядка 80% точно есть, может быть даже 90%. То есть здесь вообще без вопросов. Обойдем с другой стороны. Видим ту же самую ситуацию по шинам, то есть здесь остатки очень приличные, есть небольшие растрескивания по протектору, ничего серьезного. По заду абсолютно аналогичная картина задней и левой, то есть здесь вообще без лишних замечаний, остаток хороший, есть небольшие трещинки. Видим регулировку горизонтального наклона нашу с вами, рычаг регулировки положение фрезы, сам наклон очень оперативно работает, плюс автоматически возвращается непосредственно в горизонтальное положение, то есть сам он это, естественно, делает. Также видим из приятного наличие быстрого разворота у трактора, соответственно, включается он вот этим рычагом. Этим же рычагом можно отключить переднюю ось вообще полностью. Коробка переключения передач. Здесь у нас находятся непосредственно понижающие и повышающие ряды. Основные ряды коробки переключаются у нас вот этим вот подрулевым рычагом. И также есть у нас здесь реверс. Он расположен слева под рулем. Все очень удобно, все очень хорошо размещено. Места для ног много. То есть садиться в трактор удобно. Все прямо под, скажем, человека сделано, чтобы было максимально комфортно работать. Вал отбора мощности включается непосредственно под рулем, также внизу через сцепление. Обязательно 4 передачи у нас здесь на вал отбора мощности. Работает тракторец очень и очень хорошо. Здесь у нас и мягко, и без лишних призвуков, и без лишнего выхлопа. Все четко. Наработка 687 моточасов. Ну, отсюда, собственно, и плавность работы, скажем так. Гидроусилитель руля. Я думаю, наглядно продемонстрировал его работу и вообще, в принципе, легкость этой работы. То есть здесь никаких проблем абсолютно. Опять же, все четко, все удобно. Собственно, Kubota, скажем, классическая Kubota. Все можно включить, все можно выключить. Все очень четко, все очень удобно и комфортно функционирует. Собственно, так можно на нем бесконечно абсолютно работать. Мягенько он едет. Естественно, есть мягкое сиденье. Опять же, помнится, была история, что нужно показать сиденье родное. Сиденье у нас здесь родное. Пришло именно с ним. Поэтому вот такой тракторок. Напомню, Kubota L1 235. Хорошая мощность, полный привод. Фреза со всеми регулировками, реверс, куча понижений и повышений, быстрый разворот, все есть. Поэтому я думаю, что данный трактор сможет выполнить абсолютно любой спектр задач, который вы ему поставите. Приезжайте в компанию Прогресс Авто. Всего доброго.